Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Обновленная Конституция. Как изменится главный документ страны? Какие пункты необходимо отметить? Разбор нашего корреспондента. 20-летний пожар в Кобяйском районе. Жителей беспокоит непрекращающееся подземное возгорание в закрытой шахте Сангарская. Выходит горячий пар вот уже десятки лет. Осторожно, мошенники! В Нерюнгри преступники обманом завладели деньгами граждан. Какой механизм они использовали? Игры детей Арктики в Якутске. Прошли состязания по эвенкийскому футболу, национальному виду спорта «Север». Железный спорт. Мирнинские атлеты готовятся к первому в республике дальневосточному чемпионату по бодибилдингу. В России выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. 4 заболевших находятся в Москве, 1 в Краснодарском крае, 1 в Калининграде. Всего по России зафиксировано 37 случаев заболевания. Они ранее посещали страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Все сейчас госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Люди, которые контактировали с ними, определены. Их поместят под медицинское наблюдение и возьмут все анализы. Всего по миру, по данным на 13 марта, число заразившихся новым типом коронавируса превысило 128 тысяч человек. Выздоровели при этом 68 тысяч. Более 4,5 тысяч скончались. Из числа заболевших больше всего жителей Китая – 80 тысяч человек. На втором месте идет Италия – 12 тысяч граждан, следом Южная Корея – около 8 тысяч заболевших, затем идут Франция, Германия, Испания и Соединенные Штаты. Тем временем в Министерстве иностранных дел Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США. Однако представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань по вине американских военных. Джао Линьцзянь написал на своей странице в Твиттере: когда в США появился нулевой пациент, сколько людей там инфицированы, в какие больницы они были госпитализированы. Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны, обнародуйте данные. США должны все нам объяснить, заявил китайский чиновник. Коронавирус стал причиной остановки и переноса многих мировых спортивных событий, в том числе 7-х спортивных игр «Дети Азии». Соревнования перенесли до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Решение было принято правлением Международного комитета игр, а также по рекомендации Олимпийского комитета Азии. Надо сказать, что на сегодняшний день, в случае даже если бы мы проводили игры «Дети Азии», то, соответственно, многие страны сегодня объявили карантин, закрыли границы. И, соответственно, здесь тоже фактор того, что неучастие многих стран, команд, что также повлияет и на качество проведения соревнований. Ну и, конечно же, в первую очередь это безопасность участников, безопасность детей. Следующее решение о проведении, датах проведения игр, уже будет после стабилизации ситуации в мире вообще в целом. Я думаю, что это не раньше конца этого года будет. Ну а в Якутске все запланированные крупные мероприятия состоятся. С 18 по 22 марта пройдет в Якутске международный кинофестиваль. Случаев заболевания коронавирусом в Якутии не зафиксировано, но профилактическая работа продолжается. В связи с этим сегодня нет необходимости отменять культурные мероприятия, запланированные на этот год, сообщает Минкультуры региона. Цена нефти Brent выросла до $35, при этом цена на нефть марки WTI составляет $32. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 5,3%, достигнув отметки в $35 за баррель. Это следует из данных торгов на бирже в Лондоне. Глава республики Айсан Николаев призвал увеличить количество организаций, которые ведут профилактику наркомании. Об этом он сказал сегодня на заседании антинаркотической комиссии
необходимо обеспечить спецтранспорт оборудованием, позволяющим определить наличие наркотических средств в крупногабаритных грузах, почтовых посылках и багажах. Кроме того, в Якутии мало организаций, занимающихся реабилитацией бывших наркоманов. Глава республики поручил усилить работу по привлечению некоммерческих организаций к деятельности в этом направлении. Также Айсен Николаев призвал ускорить строительство нового здания наркодиспансера. Главой республики был принят ряд действенных мер, прежде всего направленных на ограничение реализации на территории Республики Саха-Якутия для несовершеннолетних соответствующего товара, который именуется снюсом. И это как раз было на основании и после обсуждения на одной из заседаний антинаркотических комиссий. Сегодня необходимо сказать, что все субъекты профилактики работают в четком понимании поставленных задач. Жители поселка Сангар Кабяйского района республики бьют тревогу из-за непрекращающегося подземного пожара на законсервированной шахте Сангарская. Из-под земли там выходит горящий пар. Шахта была ликвидирована еще в конце 90-х годов. Тогда же от самовозгорания угля в ее выработках возник подземный пожар, который продолжается по сей день. Какие меры принимаются и почему не удается остановить эту проблему? Репортаж Ульяны Шагиной. Пар, пробивающийся из сопки Сангар-Хаята, можно заметить уже к подъезду к районному центру. В недрах этой горы на протяжении порядка 70-летий добывали черное золото – уголь. Шахту ликвидировали в конце 90-х. Но эндогенный пожар, бушующий в ее выработках, не дает покоя населению. В том году у нас кладбище загорелось. Это опять же из-за шахты. То есть из-под земли пошли опять выбросы и загорелось. И мы как раз-таки сейчас нашли такое место. Если приложить руку ближе к земле, то можно почувствовать пар, который вырывается из-под земли, а также тепло, которое также можно здесь почувствовать. Такие места здесь тянутся примерно на протяжении километра. Начинаются они от жилого фонда и тянутся до кладбища, до того места, где мы сейчас как раз-таки находимся. О первом пожаре на Сангарской шахте заговорили еще в 60-х годах. Тогда он случился из-за самовозгорания угля. В 98-м шахта была законсервирована до лучших времен, но спустя пару лет снова загорелась. Было очень много случаев, когда на старой погрузке там был виден даже огонь. По последним замерам температура там где-то 120 градусов. Эти испарения в районе старой погрузки действительно видны невооруженным глазом. На поверхности склона от постоянного тепла почва провалилась. Раскаленная изнутри земля не дает прижиться деревьям. Они желтеют, потом погибают. Местная администрация своими силами пытается контролировать ситуацию. Устройство ограждения, устройство знаков для граждан, да, то, что идет здесь, в этом районе, подземный пожар. Ну и провели минерализованную полосу. На сегодняшний день масштабы подземного пожара никому не известны. Сангарцы который год ставят вопрос о проведении радоновой съемки, которая как раз-таки и определит границы пожара и направление его распространения. По результатам этого обследования могли бы разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего работы по тушению вот этого эндогенного пожара. В этом году на проблему наконец-то обратили внимание и в федеральном центре. Обновленный старый состав рабочей группы под руководством министра энергетики страны Анатолия Яновского, которая в апреле месяце должна провести выездное заседание на самом месторождении. Обращались в том числе за решением вопроса финансирования мероприятий из резервного фонда правительства России. И, соответственно, план мероприятий для решения поставленной задачи. Именно для этого эта рабочая группа и создана, чтобы там были практические решения. Последствия подземного горения могут быть непредсказуемыми. Об этом говорят и сами специалисты. Учитывая, что горные выработки здесь тянутся по всему поселку, а от места парения до жилых домов всего полкилометра, обрушение может произойти в любой его части. Ульяна Шагина, Александра Охлопкова, Семен Семенов, Якутск. С начала этого года в Нерюнгри уже более десятка жертв мошенников. Каким образом обманщикам удалось завладеть деньгами граждан, чего нужно остерегаться и опасаться? Сюжет Александры Цивиковой. И вновь новая схема мошенничества. Женщина разместила объявление на Авито по поводу сдачи в аренду квартиры.
Ей звонит неизвестный и предлагает произвести предоплату, чтобы быть первым и наверняка забронировать жилье. Ничего подозрительного в этом женщина не заметила, так как за последний год приток населения в Нерюнгри за счет новых рабочих мест вырос. Я предоставила ему номер телефона, которым привязаны мои банковские карты. И по его обращению, что-то ему там не получалось, я указала код, который пришел в СМС на мой телефонный номер. Сегодня, несмотря на непогоду, стражи порядка вновь вышли на улицы города, чтобы предостеречь горожан от действий мобильных и интернет-аферистов. На акции «Осторожно, мошенники» сотрудники полиции рассказывали гражданам о простых правилах, как не стать жертвой злоумышленников. Только в течение этого года от действий мобильных аферистов пострадало уже 6 нерюнгринцев и 7 нерюнгринцев от действий интернет-мошенников. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Также сотрудники полиции предупредили жителей города об участившихся случаях звонков от лжесотрудников банка и рассказали о подобных случаях, произошедших с нерюнгринцами за текущий год. Попутно горожанам вручались и профилактические памятки. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Короткая реклама, буквально полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе «Итоги дня». Обновленная Конституция. Как изменится главный документ государства? Какие пункты необходимо отметить? Разбор нашего корреспондента. Игры детей Арктики. В Якутске прошли состязания по венкийскому футболу. Как играют в национальный вид спорта Севера. Железный спорт. Мирнинские атлеты готовятся к первому в Республике Дальневосточному чемпионату по бодибилдингу. Как идут тренировки и последние приготовления. Это и многое другое после короткой паузы. Все регионы страны поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. Необходимый минимум 57 субъектов был достигнут накануне. В целом, законодательное собрание всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Об этом свидетельствует данное голосование органов законодательной власти регионов России. Одобрили поправки в Конституцию и депутаты якутского парламента. О главных изменениях в основном законе страны расскажет моя коллега Юлия Великодная. Коллеги, приветствую! Расскажу про «было и стало», а также о новых добавленных пунктах. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации гласит о так называемом обнулении президентских сроков. Согласно тексту, из ограничения по срокам исключается лицо, занимавшее или занимающее должность президента Российской Федерации на момент вступления поправки в силу, вне зависимости от того, сколько сроков этот человек занимал свою должность к этому моменту. В документе останется ограничение занимать должность президента 2 срока. Из статьи исчезло слово «подряд». А поправка, которая касается их изъятия, относится к конкретной ситуации и является переходной мерой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по градостроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. Также предлагается закрепить требования о постоянном проживании кандидатов в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором пожизненно. МРОД не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, в Российской Федерации предлагается формировать систему пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживать ее эффективное функционирование, а также индексировать пенсии не реже 1 раза в год в порядке, установленным федеральным законом. Также в соответствии с федеральным законом хотят закрепить гарантированное обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных выплат.
Новым стал пункт, который упоминает Бога в Конституции. Цитирую: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Вместе с этим в Конституции появились обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим, обозначение брака как союза между мужчиной и женщиной, а также выражение традиционные семейные ценности, за которые будет отвечать правительство. Несмотря на то, что в документе сказано, что русский язык является государственным на всей территории страны, предлагается закрепить измененную формулировку. А именно добавить, что русский язык выступает как государствообразующий народ, входящий в многонациональный союз равноправных народов России. И в завершение отмечу, что в соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом. Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля. Согласно законопроекту, этот день будет объявлен выходным по всей стране. К другим новостям: более 30 социальных объектов в 17 районах республики, построенные на деньги Алроса, продолжают успешно выполнять свои функции. Финансирование строительства новых зданий больниц, школ, жилых домов, спортзалов, центров культур – одно из направлений социальной политики алмазодобывающей компании. Все объекты при этом отвечают современным стандартам качества. В этом убедилась наш корреспондент Саргалана Федорова. Инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ вот уже 5 лет принимает пациентов в комфортных палатах. Его возвели на средства компании «Алроса». Здесь созданы все условия для раздельного пребывания и качественного лечения. Здание поделено на 3 крыла: отделение воздушно-капельной и кишечной инфекции и для гепатитных больных. Температурный режим у нас соответствует нормальному нахождению в больнице, нежели был раньше, когда у нас все промерзало. Все здание раньше было, я же говорю, что не было нетипичное для севера, и оно все было промерзшее, потому оно и пришло в негодность. Оно промерзало, на метр было все в инее и в снегу. И все сгнило поэтому быстро. В 2014-м нас осчастливили. Монитор получили мы, который мы можем даже одномоментно снимать кардиограмму сердца, инфузоматы. Способствовать развитию подрастающего поколения, забота о населении – приоритетные задачи, которые ставит перед собой алмазодобывающая компания. Школы, больницы, культурно-досуговые центры и другие объекты – вот неполный перечень объектов, построенных за счет компании. Ежегодно «Алроса» вкладывает на реализацию социальных проектов в Якутии до 10 миллиардов рублей. Строительство объектов финансируется через целевой фонд будущих поколений. За 9 лет «Алроса» перечислила в фонд более 6 миллиардов рублей. И только в прошлом году порядка 1 миллиарда. Интернат для юных футболистов в Нерюнгри тоже возвели при финансировании алмазодобывающей компании. Это стало значительным вкладом в развитие детского спорта в республике. Объем финансирования составил 164 миллиона рублей. В школе более 500 ребятишек со всей республики постигают искусство игры в футбол. Приехал сюда позапрошлой зимой. Меня пригласили сюда. Я сразу, не думая, сюда приехал, так как это единственное учреждение, которое есть поблизости, которое имеет такие условия. Условия в интернате очень хорошие, питание у нас очень вкусное, очень питательное. Спальный корпус на 80 мест для иногородних воспитанников возвели в 2016-м. Здание включает медицинский кабинет, кухню, прачечную и комнаты для подготовки к урокам. Благодаря таким комфортным условиям, в которых проживают наши дети, они не задумываются о том, да, что они будут делать сегодня. То есть режим дня у них настолько плотный, что все их действия направлены только на реализацию любимого вида спорта. Значимость и первоочередность в жизнеобеспечении населения, а также износ существующих зданий здравоохранения, образования – главные критерии при формировании перечня объектов. Работа ведется планово и планомерно. Ныне строящиеся объекты – это многофункциональный культурно-досуговый комплекс в селе Майя Мегина-Кангаласского, поликлиника на 30 коек в поселке Батагай Верхоянского района. В этом году начнут строить культурный центр в селе Барагонцы в Усть-Алданском улусе. Стоит отметить, что «Алроса» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. 90% налогов алмазодобывающей компании поступает в бюджет республики. Саргалана Федорова, Якутск.
Участники хакатона разработают геоинформационные решения для якутян. В Северо-Восточном федеральном университете стартовал ГИС IT-хакатон. Тема «Пространственные данные». Главная цель – развитие экосистемы научно-инновационной и предпринимательской деятельности с использованием геопространственных технологий. В течение 3 дней команды-участники создадут проекты по решению проблем в сфере лесного хозяйства, дорожного сервиса, туризма. Участвуют студенты и школьники. Наиболее удачные решения будут использованы в проекте Банка пространственных данных Республики. Мы будем как многослойный пирог создавать наши карты, которые будут именно отражать реальную действительность республики. То есть на каждом этапе, вплоть до выдачи разрешения на строительство или выделения земельных участков. Да? И самое главное, это в будущем это большая налогооблагаемая база для муниципалитетов, для республики. Это прозрачное, полное видение земельных участков и имущества. Более 3,5 миллиона рублей выделили в Ленском районе на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям. Денежные средства получили 7 НКО. Выплаты производятся из районной казны. Это был первый конкурс, второй пройдет летом. Среди этих НКО танцевально-спортивный клуб «Румба», ветераны ленских органов правопорядка, литературное объединение «Фламинго», Ленская районная федерация, Кёкусинкай карате, Всероссийское общественное общество инвалидов и районный совет ветеранов войны и труда. Они ежегодно участвуют в наших конкурсах и получают поддержку, так как не имеют другого дохода. А мы знаем, что деятельность и затраты несут они большие. Также экологический фонд в этом году у нас взял грант на сумму 600 тысяч рублей. На местном уровне поддержали их впервые. В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в начале года в Якутии был создан республиканский фонд «Победа-75». Сегодня якутяне уже перечислили туда свыше 11 миллионов рублей. Первым 100 тысяч рублей из личных денег перечислил Айсен Николаев. Глава региона тогда призвал всех желающих сделать добровольные пожертвования в фонд «Победа-75». Следом за ним деньги на счет стали переводить бюджетные учреждения, частные организации, общественники. Сегодня на счет фонда от якутян поступило 11 миллионов 649 тысяч рублей. Пожертвования пойдут на мероприятия к 75-летию Великой Победы, включая увековечивание памяти участников войны, реставрацию памятников, также помощь ветеранам. Данные для пожертвования вы видите сейчас на своих экранах. В Якутске организовали первые соревнования 4-х игр детей Арктики. Состязания прошли по эвенкийскому футболу, национальному виду спорта Севера. Особенность такого футбола в том, что играют в него овальным мячом, сделанным из оленей кожи. Сюжет Саргаланы Неустроевой. В турнире приняли участие 4 команды. Это юноши от 14 до 17 лет из Авено-Бутантайского, Анабарского, Кобяйского и Нерюнгринского районов. Как признаются участники, играть в футбол на снегу сложно. Что неудивительно, во время бега по рыхлым сугробам задействована вся группа мышц. Мяч для эвенкийского футбола изготавливают из тканей и оленей шкуры. А вот правила достаточно просты. Главное попасть этим мячом по импровизированным воротам. Что интересно, большинство участников соревнований в эвенкийский футбол никогда не играло. Для них бег по снегу за мягким и легким мячом оказался настоящим препятствием, которое они со всех сил постарались преодолеть. Ну, я вообще как бы не занимался этим спортом. В этом году только начал. Даже не знаю, ну, всегда нужна надежда, как бы. Все равно как-никак, все равно нужно победить. Тем не менее, главный судья турнира отметил высокий уровень спортивной подготовки ребят. Очень интересный вид этот спорта. Надо разбивать среди детей. И правила очень необыкновенные. 5 палок ставят. И палку задели, очко считается. На 2 тайма по 10 минут. Ребята очень азартно играют.
И, конечно, силу, быстроту, ловкость очень развивает, я так думаю, и самое главное на свежем воздухе весной. Результаты турнира стали известны в этот же день. Так, победу одержала сборная команды Кобя с 9 очками из всех возможных. Второе – сборная Нерингри с 4 очками. Третье – сборная Анабара с таким же количеством очков, но уступившая предыдущей команде по дополнительным показателям. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Мирнинские спортсмены готовятся к первому в республике дальневосточному чемпионату по бодибилдингу. Слово Марфирине Алексеевой. Ежедневные силовые тренировки, специальное меню, занятия по позированию, точный распорядок дня – важный момент, который объединяет всех бодибилдеров. Максим Берлизов является призером республиканского чемпионата по бодибилдингу. Спорт всегда занимал особое место в его жизни. Сейчас Максим преподает тренером в детско-юношеской спортивной школе Мирного. Одного из своих учеников также готовит к участию в дальневосточном чемпионате. Решение испытать свои силы и побороться за республику были приняты спонтанно. Таким образом, за 2,5 месяца Максим сбросил 17 килограмм. Заиграли во мне амбиции, потому что Дальний Восток не так часто проходит так близко от дома. Хочется посмотреть свои возможности, хочется доказать себе, что ты можешь выдержать диету, проверить свой характер, усилить его таким образом, потому что не каждый может держать диету, хотя на самом деле могут все, просто желание не у всех имеется. Правильное питание – основной элемент фактурного и здорового тела. То есть 70% успеха, по секрету говорю, зависит от еды, от вашего рациона питания. Но примерный рацион сейчас жесткий этап сушки идет, углеводов уже минимальное количество, и в течение дня носишь с собой контейнеры, то есть у меня здесь оленина, рыба и овощи. И немножко перекус орешки. Контроль состояния организма, посещение врачей и сдача анализа – обязательный процесс в бодибилдинге. В погоне за идеальным телом важно не переусердствовать. В принципе, это единственный вид спорта, где ты себя показываешь в максимально не лучшей форме в плане состояния. То есть ты обезвожен, ты голоден, ты уже хочешь поесть и все это закончить поскорее, да? Конечно, какой-то урон организму все равно наносится, безусловно. Но минимизировать вред можно, если грамотно подойти к этому вопросу. Однако для некоторых бодибилдинг является щадящим видом спорта. Виктор Владимиров в железном спорте с детства. Профессионально занимался пауэрлифтингом и РБРД. Из-за проблем со здоровьем пришлось пересмотреть свой подход к спорту. К сожалению, мои генетические особенности в плане заживления каких-то микротравм оставляли желать лучшего. Не успел восстанавливаться, нахватал много травм, из-за которых дальнейшее выступление в пауэрлифтинге было невозможно. Но оставлять железный спорт я был не намерен, потому что это уже не просто увлечение, это уже часть моей жизни, я себя уже без этого не представляю. И товарищ Максим Берлизов в одно время как-то предложил заняться бодибилдингом. Меня это заинтересовало. А на данный момент около 10 спортсменов с Мирного усиленно готовятся представить республику на дальневосточном чемпионате, который состоится 27 и 28 марта в городе Якутске. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Телеканал Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжит коллеги. Оставайтесь с нами.